В национальной телерадиокомпании «Магаз» состоялась пресс-конференция участников форума сообщества «Величие России. Сохранение наследия и многовековых традиций». Участие в форуме принимают представители некоммерческих организаций, гражданские активисты, волонтеры, журналисты и не только. Организаторы мероприятия рассказали представителям СМИ о программе встречи, необходимости обсудить культурные и духовные ценности, взаимодействие органов власти и местного самоуправления. Запланированы тематические треки, посвященные выстраиванию культурного диалога народов, этнокультурному суверенитету, рассмотрят также вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения. Участники в Ингушетии собрались не случайно. В регионе особое внимание уделяют институту семьи. У нас есть два круглых стола, которые мы совместно готовили, еще раз хочу подчеркнуть, и будем модерировать один с Лейлой Сосланбековной, а другой с Русланом Элезовичем. Это будут круглые столы, один по миграции, тема очень актуальная в стране, идет острая такая дискуссия. Должен сказать, что в целом, если взять у нас там северокавказские регионы, то тут дискуссия взвешенная, но заинтересованная. И вот мы готовы обсудить эту тематику и с учетом взгляда региона, округа, республики и также с учетом позиций федеральных инспекторов. Форум сообщества «Общественная палата» проводится с 2015 года. В Ингушетии мероприятие организовано благодаря поддержке главы республики Махмуда Али Калиматова. За 2 дня участники форума выявят лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности и не только. Участники форума уверены, что в Ингушетии есть чему поучиться. Мероприятие уделят большое внимание также работе некоммерческих организаций. Что, в общем-то, республика небольшая, а что на самом деле организации такие работают в совершенно разных сферах, их много, они такие интересные, они такие разные. Вот, и благотворительные, например, фонды, это отдельная история, какие у вас прекрасные фонды, там вот я посмотрела, и там благотворительный фонд, Центр психологической помощи ДАРП, и фонд МЯЛ, и благотворительный фонд ТЕШАМ, и чего только нету. Ну и другие НКО, там, Центры психологической помощи. Очень много организаций спортивных, которые занимаются всякими оздоровительными программами.